Селям алейкум. Вітаю всіх глядачів телеканалу АТР, які дивляться нас як у тимчасово окупованому Криму, так і по всій Україні і в різних країнах світу, у тому числі і в Російському Рейху. Як я називаю сучасну Росію вже давно, ну а зараз так багато людей вже каже, і це, на мій погляд, добре, бо це є правдою. І правдою, але правдою є і те, що не всі люди, які мають російські паспорта, є поганими. Взагалі тут справа не в паспорті. І коли я таке чую, я трохи сумніваюся в тому, що людина щира, бо я особисто маю ще з 2014 року багато прикладів людей, які попри своє громадянство там потрапляли в Україну в різний спосіб і йшли в війська в наші, деякі вже з них отримали громадянство, хтось ще ні, і воює з російськими паспортами, в тому числі ті люди, які цього вже майже минулого тижня увійшли на територію Білгородської, так званої області Російської Федерації, і накоїли там таких справжніх добрих справ, про які ми зараз говоритимемо з колишнім депутатом Державної думи Російської Федерації, який єдиний голосував проти так званого повернення Криму. А зараз я не знаю, хто ти зараз. Ілля Пономарьов, скажи сам. Доброго дня. Я просто Ілля Пономарьов. Ну, добре, якщо просто, то і питання будуть прості. Скажи, будь ласка, ти багато коментуєш події із цим пов'язані. Ну, я прийду на трофейну мову, що просто дійсно в Рейху теж корисно буде це чути багатьом, як тим, хто співчуває тим людям, які зробили цей рейд в тил ворога, так і тим, хто підтримує російський фашизм, досі і Путіна. Скажи, будь ласка, які ти стосунки маєш з людьми, які брали участь в цій операції, и откуда ты берешь про это информацию, и что ты можешь сообщить на данный момент? В общем, отвечай сколько угодно долго, потому что все интересно людям, которые нас смотрят, да и мне в том числе. Ну, мы в августе прошлого года создали так называемый политический центр в Киеве. Это такая организация, которая была сделана Легионом Свобода России и Национальной республиканской армией для того, чтобы представлять политические интересы вот этого самого российского силового сопротивления. Прямо скажу, что в ней должен был с самого начала принимать участие и русский добровольческий корпус, ну, там по разным причинам, с моей точки зрения, идеологического характера, с их точки зрения, организационного характера, да, ну, так или иначе, они в этом не приняли участие, у нас был какой-то период таких, значит, разногласий, но в итоге Легион и РДК все-таки договорились, и вот, соответственно, это первая совместная такая большая акция, которая прошла на территории Белгородской области. Ну, а я с тех пор, вот с августа, тем самым являюсь координатором политического центра Легиона и НРА. Соответственно, информация у меня в основном из штаба Легиона. Есть, конечно, там всегда какие-то другие источники, но основной источник информации именно оттуда. Хорошо, но тогда проинформируй нас и обитателей Русского Рейха, что же произошло с твоей точки зрения и какие это может иметь последствия. Я вообще не ограничу тебя во времени и хочу узнать максимально то, что можно узнать без вреда для людей. Но, например, когда у представителя Легиона, о котором ты говоришь, с позывным «Цезарь» спросили про личности погибших, сообщается про 2 погибших бойцов, он отказался их сообщить, сославшись на то, что, ну, их родственники, все мы понимаем, мы как Кремлы понимаем, что такое родственники в заложниках, в оккупантах, да, мы тоже не можем говорить про своих погибших вот в составе ЗСУ, про некоторых, не про всех, но про некоторых не можем, да, вот, поэтому говори, что можешь. Ну, я начну просто с самого начала системы, потому что я постоянно слышу вопросы, которые задаются, и поэтому я бы хотел затронуть какие-то вещи, которые чаще всего вызывают недопонимание. Значит, ну, пункт первый, да, значит, оба подразделения, и Легион, и РДК официально являются частью ВСУ. Здесь нету никаких полутонов.
Значит, они входят в состав Интернационального легиона. Интернациональный легион – это часть ВСУ. У них с самого начала есть определенная доля организационной автономии, особенно у РДК, да, то есть потому что она изначально была вообще небольшой, ну, такой очень боевой бригадой из представителей там правого политического движа, ну и, соответственно, там, им давали возможность делать, в Я общем, сразу, большой... Илья, буду уточнять, если ты позволишь. Бригада это Да. не бригада по размеру. Не, не, нет, нет, нет. Да. Они, Да. значит, РДК по размеру это примерно батальон, а легион по размеру это 4 батальона. Вот, значит, нет, я имею в виду там ватага, да, то есть, значит, то есть, Понятно. да, в общем, то есть группа людей, да, вот. Они очень боевые, опытные, многие из них воевали еще с 2014 года, и поэтому уровень автономии там он еще выше. Легион, который, ну, в общем, создан с нуля, создан людьми совершенно без такого военного опыта, он, соответственно, под гораздо большим присмотром со стороны официального военного руководства и более в этом смысле дисциплинирован, вписан там, значит, какие-то официальные армейские структуры. Ну и, соответственно, РДК там он по разным направлением фронта все время передвигался, а легион большую часть времени воевал в Бахмуте, занимался артиллерийской, минометной и аэророзведкой, поддержкой передовых частей. В общем, именно там они стояли последние, наверное, 7 или 8. 8 лет. То есть, ну, в общем, с начала осени, да, то есть они были там. Это вот чтобы, ну, понимать бэкграунд, да, значит, Мгм. всей этой истории. Значит, примерно месяц-полтора назад начались переговоры между РДК и Легионом о координации действий, о выстраивании нормальных рабочих взаимоотношений, потому что, там, к сожалению, там, представители РДК достаточно часто там что-то такое говорили в адрес легионов. Там, приходилось там после этого там, всех мирить, успокаивать и так далее. Но, слава богу, все-таки, ну, боевое братство – это боевое братство. Когда люди воюют, это гораздо проще решается, чем всякие, значит, либералы в Берлине, вот, или Париже, да, то есть, вот, поэтому, слава богу, отношения сейчас очень рабочие, прагматические, нормальные, то есть, вот, и вот, соответственно, мы вышли на вот эту вот конкретную акцию. Значит, с точки зрения того, что она из себя представляла, значит, ну, изначальная мысль был там глубокий рейд, такая разведка боем, да, на российскую территорию. С самого начала было понятно, есть данные разведки о том, что граница не на замке, что она оголена. Вот РДК сделал несколько рейдов в Брянскую область, то есть что дополнительное подтверждение этого. Ну, была собрана разнообразная бронетехника, это в основном трофейная бронетехника, захваченная во время там, Великого Харьковского отступления российской армии. Ну, там были и кое-какие вещи, которые были захвачены в районе Бахмута. И вот, значит, со всем этим произошел заход на территорию области. Дальше произошло то, ну, вот о чем твой покорный слуга говорит очень много раз, когда там всевозможные скептики говорят, вот, там, с той стороны армия силовиков, там, значит, они будут сражаться до конца, им есть чего терять. А я все время говорю, что все вот эти вот разные менты, фейсы, росгвардейцы, я говорю, что они при первом же шухере растворятся в воздухе. Только их и звали. И, собственно, именно это сейчас произошло в Белгороде. Вот мы видели там на видео колонны машин, которые, значит, оттуда убегают, причем убегают не только там из Грайворона, но и из самого Белгорода, то есть там просто исход, да. И в итоге, во-первых, очень быстро было продвижение в направлении вот самого Грайворона, который является районным центром, ну там официально округ он называется, значит, и несколько вспомогательных заходов, ударов, которые были осуществлены бойцами РДК, они превратились там тоже в освобождение куска территории. В итоге, в общем, уже к исходу первого дня была освобождена довольно значительная территория. Ко второму дню она вообще расширилась в такую полосу длиной свыше 40 километров вдоль
украинской границы и охватывала, там, по-моему, 10 населенных пунктов. То есть это достаточно значимая история. Ну и, как бы, соответственно, все в порядке там над этим там бело-синий-белый флаг, флаг РДК. То есть, значит, то есть это действительно кусок новой освобожденной России. Дальше, конечно, ну, понятно, что удерживать эту территорию в полноценном режиме, там, пока еще там выстроить новую власть и все прочее очень трудно. Ну, просто сил для этого не хватает. Поэтому еще там какое-то время, и вот до сих пор, вот мы с тобой сейчас говорим, это до сих пор еще продолжаются такие там партизанские действия, когда люди заходят, уходят, там, ударяют в тыл этим самым карателям, которые брошены на их поимку, значит, наносят ущерб, тут же опять отходят и так далее. То есть вот вся вот эта вот зона на данный момент, она по-прежнему является зоной такой, значит, движухи. Но это нельзя сказать, что это полноценно контролируется там фронтальным образом, там, значит, траншеями, окопами и так далее, кусок этой территории. Значит, с точки зрения итогового значения, да, значит, я считаю, что значение номер один, конечно, это прецедент. Впервые вот эта самая Россия будущего получила физическую реальную территорию, над которой был поднят наш вот этот бело-синий-белый флаг. Поэтому я считаю, что будущее России, какой бы она там ни была, это точно не будет Российская Федерация, будет что-то другое, да, но вот этот день 22 мая войдет в историю как день освобождения. Я думаю, что это вот, значит, будет такой знаковый день. Значит, вторая вещь, которая произошла, это мы ощутимо наблюдаем там, количество писем, которые приходят в Легион. Уверен, что то же самое и в РДК наверняка происходит. Волонтеры, новые рекруты хотят записаться, добровольцы прийти вместе с нами, сражаться. Мы видим и у партизан вдохновение. Мне тоже куча людей, с которыми мы там общаемся в России, пишут. И значит, это тоже будет явно помогать движению сопротивления внутри России. Ну, наконец, наверное, самое важное для Украины это то, что благодаря этому началась вчера передислокация, серьезная передислокация войск с украинских фронтов для прикрытия государственной границы. Путин принял такое решение. Я думаю, что это будет означать, что где-то там 15-20 тысяч российских солдат будут уведены с территории Украины, а это означает спасенные жизни украинцев, да, кстати, и этим самым российским солдатам тоже тем самым сохранят жизни, они не погибнут, будучи перемолоты в ходе наступления под бездарным военным командованием. Ну, тут трудно все это смешивать в кучу, поэтому давай разберем разные аспекты этого события, да. Ну и причем, при том, что было сказано, я просто смотрел господина Цезаря выступление, что это только начало, что мы попробовали, что это будет продолжаться, всем не расслабляться. Ну, то есть идеологически как бы держится в напряжении Россия, и такую реакцию, конечно, не подделаешь, да, но по их телеканалам, там все эти губернаторы и так далее, и так далее. Но военные, если они действительно 15 тысяч ведут, это правда много. Это действительно серьезное дело. Ну вот, раз. Но давай разберем идеологическую реакцию. Вот то, что мне ближе, как человек, который не связан напрямую с войной, но понимает, как работает медиа, да, вот, медиаполе, и медиа, и пропаганда и так далее. Давай рассмотрим реакцию двух сторон, даже трех. Запад, ну, может быть, это менее всего интересно, они как бы просто наблюдают за... Хотя, не знаю, может быть, ты что-то другое видишь. Запад, значит, это Украина, даже 4 получается. Это российские официальные власти, ну, рейхсканцелярия вся эта, да, сверху донизу, и с пропагандонами. И, наконец, русская ну, статусная оппозиция, которую мы знаем там по именам этим намоленным веками борьбы с режимом там и так далее, и так далее. Вот, которая не является частью такого вооруженного сопротивления. Вот 4 аспекта. Запад, стало быть, Украина и 2 аспекта русских, скажем так. Ну, смотри, давай начнем с Запада, потому что ты говоришь, что это наименее интересно. Я бы сказал, что это очень интересно.
То есть для меня лично, конечно, очень важна реакция украинского общества. Я бы сказал, поставил бы его на первое место, да, то есть с точки зрения значимости реакции, потому что, конечно, надо как-то преодолевать ситуацию, когда всех мажут одной краской и не хотят думать относительно того, что будет происходить в поствоенном мире. Вот эта вот концепция рва с крокодилами и там трава не расти, она, мне кажется, абсолютно контрпродуктивная, потому что такого не будет. Значит, никто там на Марс не улетит, соответственно, Но, знаешь, эта ров с территория... крокодилами я бы на всякий случай оставил все равно. На всякий случай его можно и оставить, хотя я считаю, что вот посмотрите, там, Зубьев и Берже, да, то есть кому они там помогли, то есть никому они там не помогли. Ты То имеешь в есть, виду вот эти бетонные противотанковые да, треугольники, пирамидки, боюсь сказать, чьи, пирамидки да? эти, да-да-да. Вот, ну, просто на самом деле, если говорить серьезно, ракеты через все рвы перелетают, танки переправляются. И поэтому никакие рвы, заборы, колючая проволока, там, огненные рвы тоже, значит, это все не защитит ни от чего. Если мы хотим нормальной защиты, то необходимо, чтобы будущая Россия, как бы она там ни называлась, да, чтобы она была демилитаризована, денуклеаризована, чтобы это была демократия, чтобы власть принадлежала регионам, а не центру, чтобы вот Москвы в качестве вот этого имперского давлеющего центра просто не существовало. Вот это все необходимо делать. Про это надо думать. То есть можно надеяться на то, что Россия развалится, как многие в Украине надеются. Но я все время повторяю о том, что, ребят, от нас развалится она или нет, не зависит. Если она развалится по сугубо внутренним причинам. На это не повлияет ни ГУР, ни Моссад, значит, ни Банковый, ни Вашингтон. Да? То есть на это повлияют только народы России. Вот. А вот если она не развалится, на эту тему надо иметь планы. Конечно, вот то, что произошло в Белгородской области, на мой взгляд, оно повлияет на настроение общества и на настроение украинских элит о том, что все-таки вот есть еще другой аспект, на который надо обращать внимание. Украинские военные, кстати, это хорошо знают, поскольку они с этими подразделениями работали, а вот с политиками и с общественными деятелями тут существенно сложнее. Значит, аспект Запада. Запад, конечно, с одной стороны напрягся, потому что они всего боятся, они своей тени там боятся и вот это вот там эскалация, боже мой, там, то есть, да лишь бы не было там гражданской войны, значит, хаоса в России не должно быть, то есть, они же и против как раз Ну, знаешь, денуклеаризации, я например. называю эту Мгм, стадию мгм. для Запада стадией F-16. Мне кажется, уже можно. Вот уже можно, да. Ну, вот, соответственно, в эту сторону и двигается. Я действительно, значит, я вижу просто по реакции медиа, да, я видел, как произошел такой перелом в настроении, когда, значит, беспилотники влетели в Кремль. Вот, с этого момента было снято табу на обсуждение темы русских партизан, да, то есть просто вот там, значит, переход, квантовый скачок, значит, произошел. Сейчас произошел, опять-таки, квантовый скачок на тему снятия табу с обсуждения вот вооруженного сопротивления, да, то есть вот. Оно вошло в общественную повестку дня, и, конечно, слава богу, хотя все равно это на данный момент не мейнстрим, да, то есть вот сейчас западные политики, они до сих пор еще боятся даже общаться с теми, кто общается с теми, кто ведет вооруженное сопротивление. Вот я бы так сказал. Да? Даже внучатые племянники вооруженного сопротивления для них являются там, значит, персонами нон-грата. Им очень хочется, значит, каких-то вот там уютных залов, там, значит, помпезных встреч. Но ну, ради бога, чтобы там не было никого вот там в хаке с оружием, Но значит, вот только и так главное, далее. тут в таком футболе главное, не дай бог не выходить на поле. Вот, не дай бог. Да-да-да, вот так это вот, я, знаешь, я, уж извини, в качестве лирического отступления, был недавно в Штатах, встречался с очень умным человеком, очень большим другом Украины. И он мне говорит: Илья, у вас большие проблемы. Я говорю: какие проблемы? У вас проблемы, что вы боретесь. Я говорю: в каком смысле? Ну, говорит, вот же вы вот в России же боретесь? Я говорю: ну да. Он говорит: ну вот мы это видим, и это проблема. Я говорю: в каком смысле это проблема? Вот то, что вот оружие, там, партизаны. Не-не-не-не-не. Дело не в том, что оружие и партизаны. Дело просто в том, что вы что-то делаете на территории России. Вот не надо ничего делать на территории России.
давайте в Брюсселе, давайте в Вашингтоне, вот, но только не в России. Ай. Потому что если мы будем рядом с вами стоять, это означает, что мы тоже там помогаем вам бороться в России, а вот это у нас тут так нельзя. Значит, ну, вот это смешно, но это грустно и это правда. Но это только часть того же американского истеблишмента. Я бы сказал, что силовой истеблишмент, военный, да, не разведывательный, но военный, да, то есть стоит на другой позиции. В Великобритании тоже, то есть происходит другая позиция. А самое главное, на другой позиции стоят восточноевропейцы. И для них вот то, что сейчас произошло в Белгороде, конечно, является очень вдохновляющим. Вот, потому что они-то понимают, что вот в будущем они-то точно заинтересованы. Они не хотят больше быть пограничными странами. Они хотят эту проблему ликвидировать раз и навсегда. И считают, что сейчас есть исторический шанс. И видят, соответственно, в тех людях, которые действительно оказывают вооруженное сопротивление, вот свой шанс на нормальное цивилизованное будущее. Ну, а последней стратой, которую ты сказал, там, с российской оппозицией и Кремлем, я в данном случае объединял бы эти вещи вместе. Вот, как там, реакция русских вообще, да, хороших в кавычках, плохих без кавычек, да, то есть неважно. Потому что я считаю, что то, что сейчас происходит, что Путин задействовал как раз не, так скажем, силовой ответ на все это дело и не пропагандистский внутри страны. Он будет замалчивать то, что произошло там, да, как в известном анекдоте, который, значит, Наполеон говорит, если бы у меня была газета «Правда», мир бы не узнал про Ватерлоо. Вот, соответственно, никто в России не должен про Белгород узнать, да, то есть вот. Я даже слышал, не слышал, в смысле, видел в комментах, то есть, а что, Белгород это Россия? Значит, там, ну, такого плана, значит, это сообщение. Короче, Путин внутри страны будет это замалчивать, а вот вне ее он будет использовать всех агентов влияния, то есть чисто чекистский подход, для того, чтобы по-всячески это Вот, дискредитировать. вот я хотел Направление... тут замечание одно сделать. Извини, мы в свободном Да, диалоге, ты конечно. тоже можешь меня Да, конечно, перебить в конечно. любой момент. Очень показательный симптом, такой маячок, лампочка, сигнальчик на табло, это так называемая Юлия Латынина. Я не знаю про нее ничего, кроме того, что она сопровождала геноцид чеченского народа информационно годами на таких СМИ, ну в разных, в том числе радио «Эхо Москвы», рассказывала, какие чеченцы террористы, какие они людоеды, исламисты, что с ними нельзя иметь дело. Ну, в общем, продавала внутрь страны и зарубежно, кстати говоря, то, что продавал, собственно, и сам Путин, да, его победу над терроризмом, да. Теперь это же воздержусь от эпитетов, мы лицензированное телевидение. Вот, значит, она назвала людей, зашедших на территорию России, клоунами. Ну, во-первых, кто этой свинье позволял называть клоунами бойцов вооруженных сил Украины? Но за это уже, ну, надо бить по губам и никогда больше не видеть эту персону ни на каких украинских каналах. Она оскорбила воинов ЗСУ в первую очередь, да, давайте так, независимо от паспорта. Значит, второе, это то, о чем ты говоришь, это вот они сопровождают, они будут дискредитировать любое вооруженное сопротивление всеми возможными способами и дальше. Ну, я считаю, очевидно. Сейчас есть просто, я бы сказал, темник, вот, М. который распространяется. Там есть три разных месседжа, соответственно, выбирай, как говорится, на вкус. Там один месседж это, так скажем, либеральная перелицовка замечательного сообщения телеканала Russia Today, который в первый же день атаки сказал, это хитрый план российского военного руководства для того, чтобы заманить на нашу территорию, значит, и там их вот это Да сразу бы уничтожить, уже да? в Москву заманивали, что мелочиться-то, я не знаю. Я именно это и Да. написал, да, то есть заманите нас в Москву, пожалуйста, мы бы с удовольствием сходили. Вот. Значит, ну вот, соответственно, часть либералов сразу начала, есть это спецоперация ФСБ, значит, вот и Пономарев агент ФСБ, там Легион это ФСБшная мулька, а РДК это нацики, которые известно всегда, что, то есть они с ФСБ, там, значит, и так далее, поэтому это вот, значит, ФСБ для того, чтобы, а дальше там, значит, миллион разных вещей, там, мобилизовать российское население, там, повысить в них, значит, воинский дух, лишить Украину, там, западного финансирования, ну, неважно. Короче, что это ФСБ организовала рейд на Белгородскую область. Эти же люди кричали, что дроны на Кремль тоже запустила ФСБ, и Татарского взорвала ФСБ, Прилепина, так, ну уж тем более взорвала ФСБ, да, то есть вот, ну и вообще
Не понимаю, как они не предполагают, что ФСБ воюет в Бахмуте со стороны Украины, то есть вот, значит, против Вагнера. Но для них все ФСБ. Значит, вторая группа людей, она говорит, мы гуманисты, значит, вот россияне не должны убивать россиян, украинцы могут, да, а вот россияне не могут. Значит, при этом, то есть некоторые случаи, они находятся вообще в зоне экстремальной, да, то есть, например, мой однофамилец и многолетний хороший товарищ Лев Пономарев, значит, я всю жизнь от него слышал высказывания о том, что надо, чтобы войска НАТО оккупировали Россию. Вот я его сколько знаю, он это говорил. Там, он говорил, Курильские острова надо отдать Японии, да, то есть там что-то еще кому-то раздать, да, то есть вот, и войска НАТО, чтобы были, значит, в Москве. И вот этот человек говорит, что да, вот войска НАТО пусть, но, значит, русские не должны стрелять. То есть, ну, вот как это укладывается в одной голове, мне совершенно непонятно. А он там сейчас главный лидер, там, значит, этого ненасильственного протеста, все, кто выступает за вооруженное сопротивление, это мои личные враги. Говорит, Илья, ты мой личный враг. Я говорю, мы с тобой дружили 20 лет, да, то есть вот там кучу всего вместе делал. А вот сейчас, говорит, ты мой личный враг, потому что ты выступаешь за силовое сопротивление. Ну, то есть, вот что можно сказать. Третья группа людей, которая льет крокодиловые слезы, и это тоже кремлевский совершенно нарратив, о том, что Украину могут лишить там западной военной помощи и так далее. Вот что же сделал там Кремль с пропагандистской точки зрения? Он там какую-то западную технику, значит, вывез куда-то, непонятно куда, да, то есть заснял и сказал, это вот мы подбили технику, которая была в составе, значит, РДК и Легиона, и вот она, значит, есть, это западная техника. Видите, украинцы говорят, что они на Россию не ходят, а на самом деле ходят. При этом, то есть мы говорим, минуточку, значит, у нас нету такой техники, наша техника раскрашена в другие цвета, там просто другой камуфляж, там, значит, на них там Но, другие Илюш, опознавательные даже знаки. Это если, Илья, неважно. даже если бы она была, это на решение США и НАТО повлияло бы ровно в ноль минус девятой степени там, да. Мгм. Не, я с этим абсолютно согласен. Собственно, если бы были такие риски, ну, то есть никто бы никогда бы в эту историю бы не вошел, да, то есть вот зачем так там рисковать, да, но вот эти вот доброхоты в кавычках, да, то есть со стороны, значит, либеральной общественности, да, они говорят, вот, боже мой, какой кошмар. И понятно, что это все дополнительно подогревается как раз из Москвы, для того, чтобы в конечном итоге сказать, вот с этими вот людьми там больше никакого дела. А, еще забыл про один нарратив, это то, что эти РДК неонацисты, да. Да, да, про Значит, неонацистов хотел отдельно сказать. Вот это, да. собственно, я так понимаю, что один из таких очень активно жестикулирующих ртов, вот этот сатирик когда-то, я не знаю, что там смешного теперь, значит, Шендерович сказал, что они там нацисты, фашисты, значит, не поздравляю Украину с нацистами. Я смотрел видео с нацистом вот этим вот, да, одним. Я его лично знаю, ну не близко, но знаю. Илья, значит, Богданов. Илья Богданов, бывший офицер ФСБ, по-моему, не знаю, где он служил. Вот просто его историю точно не помню. Я ее Угу. слышал от него, но не помню Ну да, точно. Ну, то есть, на да, Дальнем но Востоке. Да. да, в данный момент он в форме с символикой РДК, вот того самого нацистского РДК, значит, по их версии, да, Кремля и вот этих вот. Значит, дает интервью и рассказывает. Значит, какая ваша цель у него спрашивает? Он говорит, наша цель — создание национального русского государства на тех территориях, где живут люди, осознающие себя, там, считающие себя русскими, я недословно цитирую, да, и свободу всем народам, которые порабощены были Российской империей, Россия не империя, а обычное европейское национальное государство, да, там. Но я могу такую цитату только у Новодворской найти. Вот это Новодворская в составе нацистов идет что делать? Вот где у меня тут перелом, в каком месте? Да. Смотри, давай, ну, просто я на самом деле не люблю, когда там как-то факты передергиваются и подгоняются. Я люблю, когда там, значит, мы говорим объективно и по-честному, да. Мгм. Значит, ну, конечно, костяк РДК и его основа Дэн Капустин, его ближайшие соратники, это представители ультраправого движа. Это люди, которые были там вместе с Тесаком, это те люди, которые действительно являются там, за чистоту белой расы, то есть там и все прочее, они действительно крайние националисты. Это чистой воды правда.
Вопрос только заключается в том, что вставать в этой ситуации в позу белого пальто и, значит, скрестить зубы и говорить о том, что вот мы с ними там рядом не будем, это абсолютно неправильно. Для меня вообще это вопрос личный, потому что я человек левый, я был много лет связан с движением антифа. Эти люди были строго на противоположной части спектра, да, то есть у нас были битвы, драки и жертвы с обеих сторон. У меня есть друзья, которые погибли от людей, которые вместе с Дэном в одном, значит, политическом лагере и в одном политическом движении. Но на данный момент я вот это все последние дни, тут главный адвокат РДК, помимо своей воли, то есть они меня не любят, но я за них все время заступаюсь, значит, что меня все западные СМИ про это спрашивали. А я им всем цитировал Уинстона Черчилля, который в 1941 году, заключая союз со Сталином, сказал, что я готов заключить союз с Гитлером, с дьяволом для того, чтобы победить Гитлера. Вот Гитлер есть абсолютное зло. И его надо победить. Это не сделало Черчилля там, ни коммунистом, ни сталинистом, и его и дальнейшее поведение после войны было абсолютно безупречно, как мы знаем, бескомпромиссное, твердое и последовательное. Но надо было победить Гитлера. Вот сейчас надо победить Путина. И, соответственно, если эти ребята серьезно настроены на то, чтобы победить Путина, а это я уж точно вот просто, то есть, там, заявляю о том, что они настроены крайне серьезно, и это очень дееспособная, очень боевая группа людей, которая ведет вооруженную борьбу. То значит, соответственно, это надо делать вместе. А тем людям, которые это разгоняют, вот эту информацию, их очень много среди российских либералов, вся информация о, значит, нациках и так далее, она вся исходит от российских либералов. Западные СМИ ее только подхватывают и дальше разносят дальше. Источник весь находится в российской либеральной среде. То они должны просто для себя понять, что они впрямую помогают Путину. Они находятся на той стороне линии фронта, когда они это делают. И всегда, когда они начинают копаться личности, искать людей, которые воюют и тем самым ставят их под угрозу. Вот и за это надо физически бить морду. Просто. Это они говорят, мы выполняем свой журналистский долг, это наша профессиональная работа, там проверять, устанавливать и так далее. Проверяйте, устанавливайте и так далее, но не публикуйте. Потому что в результате ваших публикаций жизни людей ставятся под угрозу. Не зря во время войны действует режим военной цензуры. Это объективно нужная история для того, чтобы люди не гибли. Вот сейчас каждая эта публикация про РДК, каждое раскрытие личностей отдельных бойцов этих подразделений, это просто пули, которые запущены со стороны Кремля в сторону наших ребят. Смотри, я упомянул Илью Богданова, я никогда это первым не сделал. Я его узнал на видео, а потом об этом Бутусов написал, и он сам выложил себя в Инстаграме все это, Да. поэтому я про него, он как бы киевский ресторатор, я прошу прощения, ну вот, ну, Не, да, Илья Богданов про себя сказал сам. Тут вопросов нет. да. Тебе точно нету никаких здесь претензий. Да, и Дэн Капустин про себя сказал абсолютно сам. Нет, я говорю про то, что есть люди, вот они очень любят искать верификацию, например, по Легиону. Да? Потому что когда люди говорят сами, они сами подумали, они взяли на себя эти риски, да, то есть это уже их вопрос, если они себя назвали. А когда люди себя не называют, а вот Цезарь, например, никогда не называл своего настоящего имени, на то есть причина. И когда, то есть там, значит, через распознавание лиц, издательство «Инсайдер», значит, там ищет, там расследует, а какое его настоящее имя, в каких организациях он был в России и так далее. Они вот не понимают того, что, то есть они там всю родню, которая Да есть, нет, они превращают в понимают все. заложников. Они понимают все прекрасно. Просто процесс важнее результата и свои личные, как бы, мы ни при чем. Это для них важнее всего, чтобы, не дай бог, там, то есть это они себя защищают таким образом просто. Ну, все. Это ну, трусы, да, скажем так. Скажи мне, пожалуйста, а как тогда, вот ты говоришь, ультраправые и так далее, ты упомянул даже Тесака, абсолютно несимпатичного человека, ну, как на мой взгляд, да? Ну, вот, но как это коррелируется вообще с тем, что, ну, вот представление многих людей, и в том числе в моем представлении, я просто фактов много знал таких, что вот именно правые, ультраправые в России часто это был ФСБшный проект в очень большой степени, да?
Вот, и вообще для нас вот как бы вот эти патриоты, совсем вот ультрапатриоты России, и таких ты тоже и видел, и я видел, да, это люди, которые наоборот поддерживают и говорят, что Путин мало убивает украинцев, мало там, значит, инородцев, мало, давайте больше, украинцы это первый там враг и так далее. А тут такой перелом мозга, значит, люди воюют за Украину, из-за национальных государств, и даже Богданов, я не знаю, кто он там у них, не имеет значения, но он говорит, а мне вообще порабощенные народы не нужны. Вот, например, да, ну мысль такая, да. Что это за часть, вот проясни украинского, вот что это за часть русских правых, там, симпатичных, но которые взяли оружие и реально пошли воевать, и уже этим, как бы, они в данный момент физически помогают Украине, все, честь, нет вопросов. Да. И не только Ну, Украине. да, смотри, я вообще считаю, что важно начать с момента, вот, который ты сказал про ФСБ, для того, чтобы было понятно относительно проверок. Потому Мгм. что, ну вот я лично занимался тем, чтобы организовать проверки для Капустина как руководителя этого подразделения, для того, чтобы вообще с ним начали украинские военные разговаривать, да, то есть потому что изначально когда он пришел, естественно, уровень недоверия был очень большой, тем более, что он до этого был в тусовке Боцмана, значит, который у очень многих украинских силовых структур очень большие вопросы, и поэтому ему надо было доказать там полиграфы, все, значит, прочие испытания, которые были необходимы. Поэтому, то есть те люди, которые сделали это подразделение, я вот тоже могу сказать, что они проверены, да, то есть вот, и там все абсолютно нормально, они ничья не агентура, и вообще все люди, которые попадают и в легионы, которые попадают в РДК, они проходят несколько степеней проверок с участием полиграфов и разных других значит, способов и подходов. Да? Вот. Что касается, в принципе, инфильтрации правого движа, тут ты здесь совершенно прав, и мы с этим сталкивались все время, когда я был в России. Ну, то есть было, естественно, много агентуры во всей радикальной среде, и там и эшники, и ФСБшники, причем разные ФСБшники, там то есть все засылали агентуру, но как-то среди правых их было, наверное, в удельном отношении больше, чем среди левых, хотя и там хватало, к сожалению. И сейчас люди, которые, значит, присылают анкеты на прием в легион, много людей не проходит полиграф, да, то есть много. Прям это не единичные случаи. Вот, значит, то, что касается, в принципе, вот этих вот взаимоотношений в националистической среде, то мы же понимаем, что на самом деле по всем российским политическим движениям прошла линия раскола. Она была и у либералов, и у националистов, и у левых. То есть есть имперские левые, там тот же самый Удальцов, например, который встал на ту сторону, Твой всякие бывший, проверники твой тогда. бывший соратник. Да. Да, ну, к сожалению, да, то есть бывает так, что люди расходятся, глубокая ошибка с его стороны, я считаю, но вот там есть что есть, да, маемо шумаемо. Значит, есть такой раскол и среди либералов, причем среди либералов там вообще все это флюидно, там большое количество людей, которые сначала не поддерживали крым-нашизм, потом поддержали крым-нашизм, потом, когда война началась, опять это резко осудили. Сейчас уже есть люди, которые опять, значит, которые успели осудить войну, значит, в феврале 22 года, а сейчас опять начали говорить о том, что все-таки там Запад за этим стоит, и это нехорошо. Ну, такого, то есть, в общем, иногда их читаешь, это самое. Но там просто, потому что нет взглядов четких, там это все очень подвижно, да, то есть, вот, и поэтому их всех и шатает справа налево. То есть у левых-то там обоснование, почему они поддерживают то или иное, да, то есть там Дальцов поддерживает эту войну, потому что он считает, что это путь к возрождению Советского Союза, а Советский Союз для него там абсолютное добро. Значит, ну, то есть это есть некая, значит, система, да, то есть нормальные левые это не поддерживают, потому что они знают, что любые империалистические войны плохо. И то есть империализм – последняя стадия развития капитализма, и, соответственно, надо использовать этот момент для того, чтобы режим добивать. Ну, то есть, потому что они читали Ленина, да, то есть, вот, ну, вот такое. А у националистов два течения – это этнические националисты и имперские националисты. И я очень сильно упрощаю, конечно, да, то есть, вот, но скажу, что
Вот, этнические националисты просто стоят на позиции, что Россия для русских, Украина для украинцев. И у них такой, получается, националистический интернационал создался во имя сохранения, значит, национальной идентичности, национальной границы. Вот яркий пример подобных действий, это вот как раз, значит, Дэн Капустин и РДК. Они же не готовы выступать в союзе, например, с крымскими татарами или чеченцами, то есть и так далее. Для них они там инородцы. И А это там ничего, что они воюют за ЗСУ? Ничего? ну, воюют и воюют, да, то есть, ну, вот вместе они не хотят, да, и это же Ой, как бы какой, есть какой у такое. людей мусор в голове. Окей, ладно, Это продолжай. абсолютно, абсолютно. Ну, это как бы один из предметов, значит, к обсуждениям и дискуссиям, что ну, там моя точка зрения как раз строго обратная. То есть я считаю, что надо собрать кулак из вообще всех людей, которые заинтересованы в свержении авторитаризма в Кремле, потому что от этого страдают, грубо говоря, таджики, находящиеся в другой стране, так же, как и русские, потому что источником их режима, стабильности их режима являются те же самые московские деньги и те же самые московские штыки. Но это противоположная позиция, тем не менее, да, то есть в конкретном вопросе мы здесь сходимся, что эта война преступная, что она должна быть прекращена. У нас одинаковое понимание того, что власть должна быть опущена вниз. Там, значит, ну, просто националисты говорят, простым русским людям надо дать власть, да, то есть мы говорим там вот общинам надо дать власть для Ну, самоуправления. Но опять-таки это один и тот простым же русским процесс. людям уже дали власть. Вот простой стал, да. Ну, хорошо, ладно, мы дальше в это не будем. Все понятно, что все понятно, да. Ты меня немножко вернул вот в мою прошлую жизнь. Я понимаю, что это паноптикум. Но давай сейчас про войну и как бы про войну и Украину дальше продолжим. Вот. Хорошо, смотри, что я еще тут себе пометил, много чего тут напомещал. Вот, значит, ты сказал примерное, понятно, количество бойцов, да, оно исчисляется там сотнями людей, да. Тут Гудков, ну, не обязаны украинцы знать всех Гудковых в мире, но их два, которые по телевизору показывают, значит, как нашу маму, там, папу с сыном, да, и вот, значит, папа, он бывший тоже ФСБшник. И Лев еще, который социолог Да, известный. Три да, ну, Гудкова, да, то ну, это совсем уже никому в Украине не да, надо, да, да, даже я про него забыл. Вот, значит, и вот этот старший Гудков однажды в одном эфире со мной сказал, и недавно опять он очень так бодро, по-моему, в украинском эфире повторил, это что мы можем собрать 30-50 тысяч штыков. И вот посмотрите, пока он говорит, он поддерживает это все дело, значит, вот рейд показал, что чем больше, тем лучше, и что вот с весомой частью армии, значит, могут стать люди с российскими паспортами. Но против России всегда воевали люди с российскими паспортами и в огромных местами количествах и временами, да. Но вот насколько это реалистично выглядит сейчас, или это просто такая игра в слова? Или если, допустим, ну знаешь, когда вот говорят, берут на слаботы, вот, а мы можем, а вот сейчас встанет Залужный, ну не встанет, а ему скажут, ну давай, и что? да. Ребят, смотри, Гена мой друг Все, тогда ладно. и товарищ. Нет, я просто объясняю, да, то есть, значит, что, то есть он мой друг и товарищ, да. При всем при этом есть серьезная разница между теорией и практикой. Он самый известный, так скажем, силовик, находящийся в оппозиции, там, значит, когда-то был там полковником ФСБ, руководителем очень большой охранной структуры частной, да, то есть, можно сказать, когда-то Пригожиным должен был быть Гудков с точки зрения того, чем он занимался, еще когда никакого Пригожина не существовало, да, но только нормальным, значит, Пригожиным здорового человека. Это когда Пригожин Но еще пельмени варил фюреру, да, вот в да, этот момент. абсолютно, абсолютно, абсолютно. Вот, в Питере. Вот, но по факту всем же страшно, всем поговорить, да, а вот поделать сложно. И в итоге вот этот наш замечательный друг и товарищ Гена в момент, когда РДК с легионом находится в Белгородской области, образовывает свой РДК, Русский демократический клуб в Париже, вот, который чисто поговорить.
Вот, и говорят, что это будущее Министерство иностранных дел, значит, российской оппозиции. Ну что вот можно сказать, да, то есть вот там таких людей, которые, ну, ближе всего, вот ты правильно говоришь, Геннадий все понимает. Он, то есть он действительно считает, он прав, что нужно, чтобы численность росла. И Ходорковский это понимает прекрасно. И действительно, для того, чтобы осуществить реальную операцию в Москве, там нужно там ну, хотя бы 10 тысяч организованных бойцов под штыком, а лучше, чтобы, конечно, их было там 20-30 тысяч. И абсолютно реально их сделать у нас количество заявок, которые хотят присоединиться, достаточно А то есть это для по этого. количеству это не блеф. То есть армейский корпус 30 тысяч человек это не блеф, ты думаешь, да? Это Это можно можно сделать. создать. Это можно создать. Во-первых, это можно создать из россиян. Во-вторых, я абсолютно уверен, что когда россияне пойдут на Кремль, количество волонтеров, которые там уйдут в отпуск из ВСУ, да, для того, чтобы вместе с ними идти в Москву, я уверяю, там будет и 50 тысяч, да, то есть вот там людей, которые, как наш друг Аркадий, да, то есть хотят на Абрамсе по Красной площади покататься, там такая очередь стоит, И да, я то есть еще, после знаешь, этой Илья, войны. я еще Мгм. посмотрю на этих русских ФСБшников из Белгородской и других областей. Вот когда они поймут, что все вот это вот валится, да, я просто прекрасно, вот мне не верит никто никогда. Ну вот, а я вспоминаю же, не знаю, помнишь ты, где ты в этот момент был, а я помню, когда путч был ГКЧП, и 20 февраля, и Мгм. 21 уже не помню, и когда стало Да. понятно, что все, вот я, 19-летний парень из антисоветской, антикоммунистической газеты, мы зашли там втроем, по пути сняв табличку с обкома партии, значит, вернее, с клуба политпросвещения дома, зашли в обком партии, сказали, нам в нашей газете нужны кабинеты. И старый сторож, а больше никого не было в городе вообще, Мгм. сказал, занимайте любой. Вот, то есть Да. их не стало. Вот, но вот Да. это Да. миф про И в сопротивление, девяносто да. первом, и в 93-м, и в 2005-м. При любом большом шухере они исчезают. Тут же. Да. То есть вот сидят и ждут, когда это все дело закончится. И в Белгороде было ровно то же самое. И в Москве будет, я тебя уверяю, ровно то же самое. Но они же сидели, Никаких помнишь, сомнений в этом нет. когда сносили Дзержинского, до 7 тысяч штыков, их же вызвали всех на Лубянку, сидели, они могли разнести всю Москву, просто всю, потому что у протестующих не было ничего вообще, ни танка, Если бы тогда были бы айфоны, они бы с айфонов снимали. Да? Но наверное, за да. айфонов не было, да. Вот. Нет, абсолютно. Ну вот, знаешь, это меня, честно говоря, абсолютно потрясает, потому что, конечно, в российской оппозиции, я знаю, как ты к ней относишься, но там есть, Я к ней на мой трезво взгляд, отношусь, да, как она ну, заслуживает. я так считаю, что я к ней отношусь еще более трезво. Именно потому, что я к ней отношусь совсем трезво. То есть я понимаю, что там есть люди нормальные и ненормальные. Есть агентура, значит, есть люди с психологическими отклонениями, которые не в состоянии вообще как-то анализировать реальность. А есть абсолютно там нормальные, да. Вот. Есть карьеристы, которые вообще беспринципные совершенно, да, то есть, а есть, наоборот, весьма и весьма люди идейные. Вот когда люди, у которых и голова есть, и идеи, тем не менее там всего боятся, вот просто, да, то есть к нам приедут с новичком, значит, я еще пожить хочу, вот, давайте вот там, вот мы тут, значит, где-то на Западе, и поэтому вот мы там поговорим, вот, а кто-то другой пусть за нас делает работу, конечно, ну, вот, нехорошо это. Но я, когда вот рассказывают про русскую оппозицию, вот я все русские фильмы забыл фактически, ну, целиком не помню ничего. Ну, фраза отдельная, к сожалению, это действительно в мозгу остается. Ну, и сценаристы талантливые были при том режиме тоже. И там какие-то фразочки запоминаются, да. Ну, есть грех у всех, кто смотрел этот навязчивый показывание вот этих всех ироний судьбы и Ну так далее. почему же грех, там много прекрасных фильмов было, чего-то. Ну, они, понимаешь, это долгий разговор, но я думаю, что в сумме они не прекрасны, как есть в русской литературе хорошие эпизоды, моменты и персонажи, но в целом она не прекрасна. Это все-таки рабство. И тут тоже воспитание рабства через юмор, там, Я не согласен. Я через не такое, согласен. знаешь, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались и ничего не сделали, да? Ну, вот это вот такое, вот. Значит,
Я уже, наверное, забыл, про что я хотел сказать, но, Ты значит, хотел сказать про фильмы и да, да, фразочки, я да? хотел сказать про единственный фильм, который оказался документальным, а он художественный, причем для детей, оказался документальным и для взрослых. Этот фильм не помню, кто снял, просто я не такой человек, чтобы помнить, это вот «Корона Российской империи», да? Или, Это да. да, это когда вот это Да-да. из серии «Цыганёнок», вот эта красная Да-да. конница, Будённый, Ну, да. И вот когда они в Париже собираются, там 2 императора, там 3 там министра иностранных дел, и так далее, и так далее. И опять в Париже, вот когда ты сказал, что они опять в Париже, меня смех внутренний разобрал, я еле сдержался, если честно. Ну вот, значит, опять нелегкая иммигрантская судьба борьбы с режимом занесла меня в Париж. Вот. мгм. Ну да бог с ними. Ты сказал очень важную одну вещь, которую я хочу развить. Но я не буду трогать твоих друзей Ходорковского и так далее. Ходорковский, интересно, вот если бы была возможность и желание у меня задать ему этот вопрос, я бы вспомнил его интервью после освобождения, Евгения Альбац, он его дал, и сказал, а вот у меня есть телефон Закаева вот здесь вот, да, а не хотите ли, Михаил Борисович, сразу объявить войну Ичкерии, как вы обещали, ну, чтобы времени не терять, да, чтобы когда вот вы придете к власти в Москве, ну или ваши друзья ваши, вы вернетесь в Москву, ведь вы же обещали, первое, что вы пойдете воевать Кавказ. Вот на связи Ахмед Закаев, объявляйте войну. Да ты выглядишь шизой. Но вот они так живут. Ну, я не знаю, с чем это связано, да? Но дальше, но есть не шиза, есть такие очень важные вещи. Вот любого, можно заставить замолчать любого русского оппозиционера за границей, если спросить его про ядерное оружие. И сказать, ну окей, Путин маньяк, это рейх, это все очень ужасно, свободу народам, там, свободу там, не знаю, там, пандам и всем остальным прочим. Но тут они останавливаются и говорят, нет, ядерное оружие оставьте. Я говорю, минуточку. Вы доказали, вот ваше общество доказало, что вы не умеете пользоваться ядерным оружием. То есть ядерное оружие вы используете как наркотик, который отягощает последствия поведения этой неуправляемой массы. И, конечно, оставляйте эти наркотики на столе маньяку, ну как-то это вообще, это все равно, что ничего не делать вообще и забыть про результаты любых войн с этой системой ментальной, да? Ты сказал, что денуклеаризация, это я первый раз в жизни, я первый раз в жизни слышу из уст, ну, условно, там, русского оппозиционера слова денуклеаризация. Это для них как вот себе все отрезать, да, там и нет ничего, но как все отрезать. Вот что это за бзик такой, и стоит ли задавать эти вопросы как проверочные? Потому что мне, например, как гражданину Украины, я думаю, тут литовцы все подскочат, латыши, финны, шведы, ну, прям до Парижа, вот все подскочат, даже немцы, наверное. Потому что ядерное оружие в руках у любых русских нам не симпатично. А ты это сказал. Что ты имеешь в виду и почему это их так заводит? То есть вот уничтожьте всех Путиных, а бомбу нам оставьте, потому что мы вырастем и снова придем вас убивать. Так что ли? Смотри, Айдар, я вот не так давно разговаривал как раз с помянутым тобой Ходорковским ровно на тему ядерного оружия. Вот, у нас была такая чисто приватная, значит, эта самая Ай. дискуссия. Вот, он сказал, ну вот одна, как бы, то есть, говорит, вот как, говорит, твои друзья украинцы не понимают, вот Мгм. они же сами прочувствовали, что если отдать ядерное оружие, то все кирдык. Что вот можно отдать все, что угодно, последние портки с себя снять, голым остаться, а вот ядерное оружие отдавать нельзя. Мгм. Вот, значит, что это вопрос как раз национальной безопасности и сохранения своих территорий. Но тоже Ну, ну на как Россию бы же всегда нападают постоянно. Мы же знаем, Украина нападает, Финляндия, или все Латвия, нападает. Литва, и Эстония и Монголия нападают все время. Беспрерывно, да. Ну, смотри, то есть, в принципе, там китайская угроза, например, существует, да, то есть, вот, в принципе. Значит, поэтому определенное рациональное зерно в этом есть. Но М. я с тобой абсолютно согласен в главном, что есть ответственность, да, то есть, соответственно, если страна начинает агрессивные войны и при этом угрожает всем ядерное оружие, то должно последовать наказание. Конечно. И это наказание, очевидно, если ты этим грозился, Да. то у тебя это надо Но забрать. это как у Это вот, человека это, сумасшедшего да, лишает лицензии на владение огнестрелом или охотничьим ружьем, да, любым да, оружием. Неадекват. да. Ты неадекват, это общество неадекватно.
Когда докажете через 300-500 лет, что вы члены блоков каких-то там, не знаю, это другой вопрос. Пока вас нельзя отпускать. Счет китайской угрозы, я прошу прощения, да? Вот как-то мне кажется, что не Давай это будем, не да. входить, но просто на самом деле этот вопрос, вопрос ядерного оружия, на самом деле он выходит за рамки подхода России или подхода Украины. Это действительно серьезные международные вопросы. Вот я с самого начала войны, еще с 2014 года, даже не с 22-го, да, то есть вот с 2014 года, пытаюсь на эту тему, чтобы была проведена какая-то международная дискуссия относительно всей международной конструкции безопасности после свержения Путина и после окончания агрессии, после деоккупации Но давай Украины. все-таки про Потому Россию что, договорим, да, пожалуйста. нет, так, нет, извини, что я пытаюсь это объяснить зрителям, потому что вот в мой личный адрес постоянно люди говорят, что ты там вроде как сказал, потом что-то начинаешь мутить, там, значит, вилять, вот ты вот, то есть это самое. А я просто, ну, опытный, да, то есть вот, я понимаю, в какую сторону будет идти дискуссия. Потому что на данный момент, например, Соединенные Штаты категорически против денуклеаризации России. Категорически. Потому что они как раз подходят к вопросу так, что вот есть Китай, и нужно, То чтобы есть, смотри, было сделано минуточку. То историю есть содержит. Америка Да. была бы менее счастлива, если бы у Путина не было ядерного оружия, что ли? Вот она считает, что после того, как Путина не будет, лучше бы, чтобы ничего не менялось. Но я не уверен Ну, в этом. Это предположение все-таки. смотри, Я не уверен. смотри, это то, что я все время слышу. То есть я выступаю с другой позиции, а мне это в ответ, значит, Но говорят подожди, Россия вместе с представители Китаем администрации. против цивилизованного мира. И с какой стати российское ядерное оружие, которое больше, чем китайского, вдруг плюс, чем минус? Ну окей, ладно. Потому что американцы считают, что то, что сейчас происходит, это некая девиация, а Китай это системная угроза. Я Вот. понял. И поэтому, скажем, например, съезд народных депутатов, да, как законодательный орган, он уже принял решение о том, что надо в Конституции закреплять безъядерный статус, что это Однозначно. должно быть, то есть что это должно быть закреплено. Поэтому мы в эту сторону уже принимаем решение. Но, значит, при этом необходимо, чтобы был сделан какой-то процесс, который устраивает всех. Это должен быть диалог с блоком НАТО, с Украиной, с Америкой, с Великобританией и так далее относительно того, как, собственно, это сделать. Россия владелец крупнейшего в мире Да нет, ядерного просто не арсенала. снимать никаких санкций и не брать ни в какие союзы до той поры, пока не сдадут оружие. Вот и все. Украине Сдадут. поставили Что условия, значит? да. Смотри, вот ты Что значит очень сдадут? легко это говоришь. Что значит сдадут? Ой, слушай, Не, ломать не, не стоит. технически. Да. Не, технически, что значит сдадут? Было бы Ты считаешь, желание. что там Было бы придет желание. матрос с пилой пилить Я думаю, ядерные что Украина с боеголовки? удовольствием примет ядерное оружие российское на хранение или передаст и НАТО, или что угодно. Было бы желание. Ну, Но я думаю, что желание, правда, потом ну, никто не спросит. Но пусть поговорят пока, ладно, да, как говорится. короче, ну, то есть я сказал, что я выступаю за безъядерную страну, но я тебе просто говорю сразу о том, что это не произойдет одночасно. Это необходимо, чтобы происходил какой-то процесс, который будет администрироваться международным Да, сообществом, и абсолютно по-другому полностью этого с не тобой случится. согласен. Полностью с тобой Мгм. согласен, но по моему глубокому убеждению, просто по логике событий, она меня пока еще не подводила, это произойдет обязательно, потому что никто не оставит без гарантий после такого, никто не оставит без гарантий никакую ядерную бомбу. Ну, нет. Ну вот дай бог, я считаю, что это очень правильно, если это произойдет, но пока я ощущаю, что я бьюсь в закрытую стену со словами о том, что давайте мы это опишем. Да, ну хорошо, надо описать. Но у нас остается 2 минуты. Может быть, я про что-то, о чем-то не спросил. И вот тебе слово. Мгм. Ну, на самом деле, конечно, спросил обо всем, я бы только бы сказал бы один главный вывод, что мне кажется, что произошедшее сейчас в Белгороде наглядно показывает то, что украинскому обществу и украинской власти, и украинскому политикуму вот сейчас явно надо провести дискуссию относительно того, что будет происходить с поствоенной Россией. Кто может прийти к власти, какие должны быть отношения, какие отношения с Украиной, какие отношения с другими странами. Я считаю, что мы находимся на том этапе войны, когда уже пора проводить Тегеранскую конференцию Мгм. относительно поствоенного устройства мира, а потом и Ялтинскую. И, конечно, инициировать ее должна Украина.
Сейчас, мне кажется, мы можем поверить в свои силы, что задача не просто освободить свою территорию, а раз и навсегда обезопасить страну от любых угроз со стороны своих соседей и вот со стороны соседа с северо-востока. Соответственно, именно сейчас этим надо заниматься. Очень благоприятный момент. Я бы просил бы и тебя, Айдер, и то есть всех, кто нас слышит, услышать эти мои слова и помочь с тем, чтобы эта дискуссия наконец началась. Я думаю, от этого выиграют абсолютно все. Да, дискуссии переходить к практике, потому что за нас это никто не сделает. Вот. И о Вот наших... практику мы уже начали. То есть теперь, чтобы понять, то есть, по какому пути мы пойдем. Ну, это, я думаю, что нужна международная коалиция по пост России, да, в которой точно Да, войдут все страны, которые с ней граничат, в нынешних ее границах, но все вменяемые страны, которые с ней прежде граничат. всего. Да. Прежде всего. Они Прежде прямо всего. заинтересованы в контроле, в прогнозируемости этой территории, да, ну вот. Хорошо, прекрасно, я думаю, поговорили, многие вопросы сняты. Вот, надеюсь, что мы не повторились смысл всех предыдущих интервью и что-то копнули даже глубже. Есть над чем подумать нашим зрителям, а зритель у нас умный. Благодарю, дякую, Ілля Пономарьов, за те, що ти долучився. Дякую всім нашим глядачам за те, що дивилися, дивитеся і дивитиметься наш телеканал. Дивіться ТР далі. Дякую. Завжди з величезним задоволенням. До побачення.